Училище образовалось в 1866 году. Знакомство с училищем начинается с истории. За годы своего существования танковое стало достойной кузницей кадров для вооруженных сил страны. 250 маршалов и генералов, 76 героев Советского Союза, 21 герой России. Имена последних увековечены на аллее героев. Она открылась месяц назад. Даже один у нас герой есть времен Великой Отечественной войны, выпускник нашей татаро-башкирской школы здесь. Она в свое время по-разному называлась. Генерал Ишмуратов так, за период войны трижды представлялся к званию героя. 2 года назад президент подписал. Герой Российской Федерации. Далее учебные классы. Этот назван в честь героя России Дамира Исламова, погибшего в ходе СВО. Вот видите, члены ОБСЕС, каждый кабинет имя героя России или Советского Союза. Носит название. Выпускника училища. Выпускника училища, да, это очень важно. Здесь ребята изучают танки, что называется, изнутри. Лаборатория позволяет узнать технику, не выезжая в поля. И видят, какая у него броня впереди. Да, какая толщина. Все классы оборудованы по последнему слову техники. В этом кабинете на специальных тренажерах будущие танкисты учатся водить многотонные машины. В танковом есть и собственный бассейн, и тренажеры для водолазной подготовки. Все это показывают представителям общественного совета. Они пробудут в Казани 2 дня. Завтра посетят военный комиссариат и Суворовское училище. Как отмечают, их задача – обсудить на местах все, что беспокоит и армию, и общество. Смотрим, как готовят ребят в различных училищах и высших учебных заведениях по стране, по разным специальностям. Это тоже одна из основных задач общественного совета. И подчеркиваю, мы не экскурсию проводим, мы смотрим для того, чтобы доложить руководству Министерства обороны с позиции гражданского общества на те недостатки и трудности, которые еще возникают при учебном процессе и не только учебном процессе. Должна сказать, что я под огромным впечатлением от Татарстана. Я часто очень сюда приезжаю. И вот сегодня была встреча с Советом министров Татарстана. И то, как они профессионально владеют темой социальной работы, как раз в условиях СВО, как они потрясающе много делают для того, чтобы объединить республику, для того, чтобы создать в ней абсолютно все условия для семей, что на самом деле сегодня важно. И отсюда они заботятся о ребятах, которые там за красной ленточкой. Визит в танковое завершился концертом и вручением наград отличникам учебы. Это будущая элита вооруженных сил страны. Рамиль Галиуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань.